На еженедельном совещании в администрации района обсудили текущие проблемы. Руководитель администрации района Андрей Дунаев выслушал отчеты о проделанной за прошедшую неделю работе всех ведомств района. За прошедшую неделю произошло 5 аварийных отключений. К сожалению, они все явились причиной недобросовестного отношения со стороны СНТ. Но у вас договоры заключают СНТ с вами? Да, мы, спасибо, так скажем, и главной администрации сельских поселений каждую весну мы активно выезжаем, ведем в этом плане работу, и часть, к сожалению, не все, если брать в процентном отношении, где-то порядка 30% приходится заключать с нами договора. Проблемы, связанные с многочисленными СНТ на территории района, появляются не только в области энергоснабжения. В частности, остро стоит вопрос вывоза и утилизации бытового мусора. Напомним, что с 1 июля 2016 года необходимо заключить индивидуальный договор на вывоз мусора. К сожалению, большое число владельцев домов в частном секторе, участников СНТ и других некоммерческих партнерств этого не сделали до сих пор. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в своем поручении главам городских сельских поселений дал поручение, чтобы они предоставили нам сведения о гражданах, которые не заключили договор на вывоз мусора в частном секторе. В этом плане по предоставлению сведений мы принимаем меры административного характера, возбуждаем административные дела и направляем предписание с требованием заключить договор на вывоз мусора. Сумма штрафа составляет 5000 рублей на граждан. В случае неисполнения требований предписания также материалы будут направлены в мировой суд с возбуждением административных дел. За прошедшую неделю произошло несколько пожаров на территории Истринского района. Погибших и пострадавших нет. Об этом рассказал представитель МЧС. Хотел бы на двух вопросах остановиться. Первый вопрос у нас 12 числа в здании администрации сельского поселения Бушки короткое замыкание произошло. Слава богу, пожар не последовал, но хочу обратить внимание на состояние электропроводки в зданиях всех служб, ведомств, на состояние системы противопожарной защиты здания. К сожалению, никто у нас не застрахован от пожара, ни школы, ни сады, ни здания администрации, ни, соответственно, даже пожарной части. И второй вопрос. В субботу в соседнем районе, в Снежногорске, у нас произошел пожар с массовой гибелью. Погибло 6 человек, 3 из них детей в садовом доме. Соответственно, хочу обратить внимание, чтобы администрация продолжает работу по профилактике, на совещаниях, рейды какие-то ходят, если нужна наглядная агитация. Напоследок Андрей Дунаев поднял тему общения с журналистами на примере неподтвердившихся данных о теле ребенка в морге Истринской больницы. Одна гражданка под эгидой корреспондента телеканала 360 представлялась по телефону, пыталась найти информацию и забросила средства массовой информации в социальных сетях, точнее, информацию о якобы имеющемся, очень неприятный факт, якобы имеющемся в морге тело погибшего 1,5 года ребенка. Значит, этот факт был проверен главными врачами на всякий случай. Никакого тела в морге, сохраняющегося там длительное время, нет. То есть это в чистом виде была провокация. Прошу просто здесь совместно с прокуратурой и с полицией провести проверку и выяснить, на ком кто звонил, почему представляется от имени телеканала 360. Иван Ланин, Альберт Сарксян, телевидение Истринского района.